Вкусное сердце, тогда я стряпаю всегда оладьи. Так как у нас это обряд очищения и благословения. И отправила ему картинку рун, чтобы он написал на себе вот эту рун. Защищали наши предки. У нас в студии мама участника СВО Екатерина Прокопьева. Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте, Екатерина. Расскажите про своего сына. Давно вы его не видели? Он уехал в апреле прошлого года, приезжал в августе, и с того времени не видела. Что сейчас с ним случилось, вы знаете? Он второй раз ранен. Вы знаете, он тоже должен был приехать к нам на программу, но вот буквально вчера он получил это ранение, и он лежит в госпитале сейчас. Андрей, вы как командир, что вы можете сказать про этого бойца? Я хочу сказать, что он как командир подразделения, которое у нас якутская рота, Тагит-Дархан, достойный воин, настоящий мужчина, и может гордиться его семья и народ, его народ Якутии. Все наши ребята с Якутии, они занимают очень активную позицию, и большей части это разведчики. Разведчики и снайпера. Снайпера по понятным причинам, что ребята с детства приучены к оружию, могут легко подкрадываться рядом к зверю, так как находятся в тех условиях охотников, где они проживают. Соответственно, на СВО, на поле боя, они ведут себя так же. Очень грамотно, очень правильно подкрадываются к противнику и ликвидируют его. Поэтому на той стороне тоже знают, что у нас отличные снайпера. И поэтому, можно так сказать, голову они не высовывают, это точно. На своих позициях, где стоят скифы. И это благодаря ребятам с Якутии, это благодаря роте Тагит-Дархан, именно потому, что это национальный герой Якутии, который объединил все якутские народы. Поэтому вот роту так назвали, Тагит-Дархан. Сын у вас, он человек очень достойный, позывной Коба, его все знают. А мы, друзья, его товарищи, еще больше знаем, кто он и какие задачи он выполнял. У нас есть сюжет про вашего сына, давайте посмотрим, как он воюет как раз. Очень хорошая для охоты. С ножом Аял Петров с позывным Коба не расстается. Это и оружие, и оберег. Якуты – прирожденные охотники, к суровым условиям привыкли, а поэтому отличные воины. С детства ходим на охоту, для нас это сидеть в блиндажах, бегать по полю, стрелять с оружия. Коба – командир отделения разведки батальона «Скиф». В его отряде одни якуты. Нередко можно услышать национальный язык. Это лучше любых шифровок. А еще якуты – отличные стрелки. Обычно снайперы высокой квалификации стреляют на дистанции, не превышающей 600 метров. Коба может поразить цель с расстояния 900 метров. Якутам доверяют одну из самых сложных задач – выносить раненых с поля боя. Такого нет бояться. У большинства есть такая паника, артиллерия начинает, когда люди начинают неподвижно становиться. У нас такого нет, больше движения. Отважные воины-якуты всегда под защитой высших сил. Ежедневно проводят обряды очищения. У них всегда с собой обереги. У нас как-то свой якутский каски, это оберег якутский. Она называется дейбир, оберегает, это из коня волоса. Это я написал рунные надписи. Стрелка на победе, это защита.